Приветствую всех у себя на канале. Продолжаем практику работы с переводчиком. Сегодня будем разбирать песню Резавди Исмаилова «Без Амандитташ». Текст будет немного отличаться от и сам текст, и перевод от того, что было на ютубе. Немножко поточнее здесь. Так, песня у нас от имени мужчины исполняется. Поэтому здесь новки волу, здесь сихвеш глагол. Так, вот перевели вот эту вот фразу как «разыскивается мною среди травы тропинка с потерянным следом». И это, вот эта фраза могла перевестись как «ищу я». Как бы и короче, как бы и красивее было бы, но сейчас было бы несовпадение со словом тропинка. То есть получилось бы «ищу я тропинка с потерянным следом». Так, поэтому вот это более точный перевод. Вот здесь еще вот обращаю внимание, до любимых деревьев спеша меня доставить, как не очень для слуха, как бы не очень как, изящная фраза, скажем так. Но глагол те хочу, вот он здесь разбит. Те хочу, вообще он так, вот так вот он вообще слитно задан в словаре Мациева, вот так вот. Те хочу. Он означает доставить, доставлять. Поэтому я решил, что вот так будет точнее переводиться. Хотя красивее будет до любым деревьев спешу я добраться, допустим. Так, сравниваем перевод. Кстати, обращаю внимание, здесь есть такая функция, чтобы вот этих вот единиц не было в чеченских словах, потому что это считается некорректным. Сейчас вот эти при переводе вот эти единицы будут переводиться в малую латинскую L. А вообще по правилам нужно писать кириллическую палочку, но просто программе мне не удалось ее задать. Так, нажали и переводим. Вот теперь у нас латинская L везде вместо единицы. Так, я обращаю внимание, опять же, программа не понимает, кто исполняет песню, мужчина или женщина. Здесь вместо новки, вот здесь новки волу было, но здесь новки долу получилось. То есть переправлять нужно вот так вот на новки волу. Вот здесь дан вариант и до деревьев дитташка и дитташтье, и то, и то. Правильно, в данном случае у нас глагол чекхачу есть. Значит, до деревьев спеша меня доставить без амандитташ тье сихвеш. Вот так прикольно. Сихвеш. Потому что от имени мужчина. Если от имени женщины песня будет исполняться, тогда нужно здесь подправить, что новки йолу сих еш сокхачу. Вот так вот. Так, переводим второй куплет.
Так, еще издалека мне видны они ветром качаемые. Здесь подправляем. Сунаго также может переводиться как я вижу. Мне видны. И вот это сунаго. Здесь перед нами мне видны. И также могу перевести я вижу. Но дело в том, что суна это мне для меня. И поэтому вот этот перевод более точный. Так, замана. Эргативный падеж. Временем. Прореженные. Состарившиеся ветки. Сладостные мыслью их. Я тут варианты перевода вот этого вот слова уж, иш. Тоже доггах. От всего сердца, от души. Варианты даются так и так. Собирая в тени. Собирая в тени. Ударение в тени на последнюю букву. Те времена, когда играли. Так, переводим обратно на чеченский язык. Так, все, мы тут. Так, сладостно. Угу. Сравниваем. Так, временем прореженный. Заманца, замано. Временем, так, заманца может быть тоже переводится и временем, и со временем в некоторых случаях. Но здесь именно время проредило ветки. Поэтому оставляем эргативный падеж. Если оставить заманца, то это со временем проредил кто-то, не само время. Междачу Ойлана Иш дается еще вариант перевода Церан. Церан на слух тоже их, но это еще имеет вариант перевода ихние. То есть не именно они прорежены, а если оставить Церан, то это как ихние проредило. То есть бессмысленно получается. Уж именно они прорежены ветки. Собирая глагол есть и схягюлдеш и в наш вариант лехеш. Так, все здесь у нас все классы совпали. Геныш ветки класс Донас, поэтому тут те же Деллы, Нил, Дина, все подходит, ничего поправлять не надо. Так, на этом первую часть, два куплета мы разобрали. Следующие будем разбирать куплеты в следующем видео. Спасибо за внимание. Пишите в комментариях, что непонятно, буду объяснять.